Ассаламу алейкум вараматлахи баракату. Это у нас продолжение неудобных фактов для истинных ингушей из цикла передач Ингушетия 1989-1993 года. Как это было? В прошлом видео мы обозначили три основных тезиса для осетин. Мы остановились на теме, покидали ли ингуши Пригный район до начала конфликта. Я сказал, что оставшиеся тезисы мы раскроем в этом видео, прежде чем начать разбор неудобных фактов для ингушей. В процессе работы я решил, что будет более продуктивно оставить эти вопросы вообще, неудобных фактов для осетин, скажем так, на момент, когда мы пройдем весь цикл событий, не только касательно осетин и ингушей, но также и тех событий, которые развивались, скажем, в постсоветском пространстве в целом. И, следовательно, эта часть у меня должна быть посвящена неудобным фактам для ингушей. Но почему я выбрал именно вот такую стратегию, чтобы вначале показать неудобные факты, а потом уже раскрыть весь цикл? Целью такой стратегии является показать, что уровень нашей аргументации в оценке причин и конфликтов в Пригном районе, на котором мы находимся, отчетливо выявляет наше невежество. И это невежество, по сути, и является причиной неспособности нашего переосмыслению. К примеру, в прошлой части на событиях в Южном 22-23 октября из осетинских источников я наглядно показал, насколько скудно передаются детали событий и как опускаются эти важные моменты, которые, по сути, являются определяющими такими факторами. И такой же стиль подачи информации в важных для нас событиях мы наблюдаем и в ингушских источниках. Да и нужно задаться вопросом, откуда вообще мы на сегодняшний день, будь то простые обыватели или сотрудники различных ведомств, берем информацию о конфликте в Пригном районе, да и вообще о становлении этой республики. Все бьем себя в грудь, говорим патриоты, но знаем ли мы именно как становилась эта республика? Основные источники, как об этом пишет Федор Павлович Боков, чтобы мы понимали, кто такой Федор Павлович Боков, это избранный на втором съезде ингушского народа оргкомитет по восстановлению ингушской автономии. Также он был избран в Народный совет Ингушетии на третьем съезде ингушского народа, так сказать. И вот здесь он упоминает несколько книг. Одна из которых это «Правда осени» 92 года, сборник статей. Точно так же можно отнести к статьям и за авторством все того же Бокова. Есть еще другие статьи, все того же Сампиева, Ужахова, но они все именно можно отнести к статьям и касательно 92 года. А если брать объемные работы в целом создания Ингушской республики, то это основные три работы, две из которых упомянул этот Боков. Это книга Бембулата Богатырева «Россия. Ингушский вопрос. Как это было». «Кавказский меридиан» Беслана Костоева. Ну и нужно понимать, что на момент написания Федором Павловичем Боковым не была издана книга Бексулта Сейнароева «На трудном пути создания Ингушской республики». Но если говорить о частности 92 года, то тут есть, как я сказал, статьи у наших авторов, это и Сампиев, и Ужахов, и все того же Богатырева, и Сейнароева. Но и также сторонние авторы, это, соответственно, справка Генпрокуратуры, официальный документ, и точно так же воспоминания бывшего министра национальностей именно в тот период, который входил в комиссию по установлению границ, Тишкова, и Ирины Дементьевой, «Война и мир в Пригном районе», будь то, да, я ангажирована. И также экспертная группа ШИТ, ну и Белозерцева, «Механика смерти». Вот эти работы, на которые наши авторы очень часто любят ссылаться. Такая справка, самая, между прочим, честная, надо сказать, первичная, потому что она была в 93 году, это следователи, значит, особая группа следователей по особо важным делам Генпрокуратуры России. И вот эта Костаревская справка от 14 июня 93 года, ею, кстати, оперировала потом Генеральная прокуратура, вот
чувствуется, она была самая такая убойная, понимаете? И у него очень в этой справке, она лаконичная, но она очень жесткая. Слова профессора Тишкова, который на данный момент является директором Института антропологии и этнографии России, а в те годы страшные он возглавлял Миннац России. И вот в своей большой очень работе «Осетино-ингушский конфликт. Антропология этнической чистки» в 97 году он сказал следующее. Центр однозначно написал, вернее, эти слова. Другими словами, уже более 30 лет мы просто занимаемся чистой воды копировкой. То есть периодически мы выпускаем чужой скопированный материал под новой обложкой. Что немаловажно, читая и ссылаясь на эти источники, мы закрываем глаза на обратную сторону медали. То есть полностью игнорируем неудобные для нас факты. И этих фактов очень много. И работая над материалами, я не знал, с какого факта мне начать и каким фактом бы закончить. Говоря о неудобных фактах. И все-таки я пришел к выводу, что самым неудобным фактом для нас является, опять-таки я повторюсь, это невежество в нашей своей же истории. Именно в становлении республики. Если для осетин это события 92 года, они однозначны и понятны, для всех осетин, у них правильно или неправильно, это другой вопрос, но для них понимание тех событий, оно одинаково. То для нас же оно начинается не в 92 году, оно начинается именно с того момента, когда мы решили создать свою республику именно 1989 года. И вот в газете «Ингушское слово» от июня 2000 года за номером 2 есть обращение Народного совета к народу. Народный совет, который был самораспустился в 1993 году, но после они все-таки возобновили свою работу, можно сказать, и началось переиздание этой газеты. Вот тут в этой статье, во второй колонке, есть очень интересная цитата, которую я хотел бы вам зачитать. Будучи твердо уверенным в том, что Хасбулатов, Абдуллатипов, Галазов и Хитагуров постараются взять реванш за поражение, которое они потерпели во властных структурах России, стараясь не допустить принятия закона о реабилитации репрессивных народов и образовании Ингушской республики в составе Российской Федерации. Отдельные члены Народного совета Ингушетии предложили своим товарищам срочно возобновить прерванную работу Третьего съезда ингушского народа, избрать временного администратора и также временно возложить функции парламента на Народный совет Ингушетии. Тогда мы имели бы реальную возможность предотвратить события октября-ноября 1992 года. Однако то, что последовало за этим, останется позорной страницей истории ингушского национального движения. И мы не имеем права об этом забывать или преподносить ингушскому народу в искаженном виде. Но это тема отдельного разговора. Кому стрелять? Как так получилось, что российская армия приняла сторону осетин? Первое и самое главное, то, что у осетин на момент начала конфликта была организованная государственная структура управления. Было правительство, был там президент Галазов, военные подразделения, милиция была, ОМОН был свой и так далее, чего не было в Ингушетии на тот момент. И это сыграло самую важную роль, потому что когда приезжали сюда Хижа, Гайдар, единственные, кто здесь имел прямое отношение к федеральной власти, это были местные власти Осетии. Административный ресурс, он сыграл решающую роль здесь. Мы не смогли развить вот тот энтузиазм, который заложен природой. Не хватило вовремя и структуру создать государственной власти. Мешать же стали очень сильно. И были силы, которые не заинтересованы в этом. И сегодня эти силы, на наш взгляд, действуют. Если бы какая-то власть была в 92 году, то не случился бы пригородный рейд. Ну и согнали 3000-й корпус, значит, в Москве, танки, самолеты. Чего ж там такое не было. Но в этих условиях мы посоветовались с нашими стариками, со всеми депутатами всех уровней.
Ну и решили, значит, во что бы то ни стало не допустить этой войны. А ничего у нас не получилось. Ничего абсолютно. Русские пригнали сюда свои танки, бронетранспортеры и пошли, а наши вмешались. Жень. По сути, отвечая на этот один неудобный факт для ингушей, впитывает в себя все остальные факты. И последующее, то, что произошло в 1992 году, становится более ясным, более очевидным и более объективным. То есть, чтобы ответить на те события, которые произошли в 1992 году, чтобы привести туда в какие-то факты, нам в обязательном порядке нужно разобраться, что этому предшествовало. И начинать нам необходимо именно с 1989 года. Потому что именно там произошел раскол. Именно исток раскола в ингушском национальном движении. Именно Вот там там. было заложено начало. И получается, там были и вот члены инициативной группы, и которые в Грозном жили, работали. Конечно, конечно. Мы тогда не делились. Деление на грозинцев, на этих уже после второго съезда началось. А так до этого мы народ съезд собирали единым порывом, не делясь ни на тех, ни на других. А вот после съезда мы домой не доехали, когда уже нашлись раскольщики. И вот тут я хотел бы выделить 3 этапа. Обычно у нас принято выделять тоже где-то 3 этапа. Это, соответственно, Второй съезд ингушского народа в 1989, принятый закон о реабилитации, ну и, конечно же, референдум, и в последующем образование Республики Ингушетия 4 июня. Ну и, как итог, нам не дали реализовать свое право, и случился 92 год. То есть, по сути, вот этот подход разбивается на 3 этапа, что мы сделали. И я хотел бы не от того, что мы не сделали, исходить, а именно исходить, объединить вот эти 2 момента, что мы сделали и что не сделали. То есть, что намеревались, и что смогли, или же что сделали, и что не сделали, и чему препятствовали. То есть, поясню. По сути, это 4 осени. Осень 1989 года, сентябрь месяц, Второй съезд ингушского народа. Осень 1990 года, 27 ноября, принятие Декларации о суверенитете Чечено-Ингушской республикой. Осень 1991 года, 15 сентября до 30 ноября, то есть провозглашение Республики Ингушетия через декларацию, развал, по сути, Чечено-Ингушетии, приход к власти Дудаева в последующем и проведение нами референдума. Ну и, соответственно, это осень 1992 года. 4 осени, можно сказать. Объемлят они себе 3 этапа. Второй съезд ингушского народа мы провозглашаем, что хотим создать свою республику. Создается оргкомитет. То есть к 90-му году, по сути, мы должны были уже прийти к своей республике. Но вместо этого мы принимаем декларацию о суверенитете Чечено-Ингушской республики. И тогда вы написали ту знаменитую 17-ю статью, правильно? Я на одном дыхании написал эту знаменитую 17-ю статью. Текст был поставлен на голосование, все поняли, что или республика перестает существовать, или это требование надо принимать полностью. Из 17. А Северная Осетия еще более укрепляет свои позиции, приняв точно так же декларацию и распространив ее на пригородный район. То есть, если же мы были на каких-то начальных стадиях позиций,
то уже к 1990 году мы не то, что не сделали шаг вперед, а Осетия сделала шаг вперед, и мы оказались отстающими. Дальше осень 1991 года. Казалось бы, развалилась Чечено-Ингушетия, и мы там должны создать уже свою республику. Но вместо этого мы проводим референдум, и получается, только летом провозглашают республику Ингушетию, а по сути она образовалась после осени 92 года. Это декабрь месяц, где внесено на утверждение Верховный Совет Российской Федерации, то есть вписать в Конституцию. И что получается? То, что мы должны были сделать осенью 1990 года, а такая вероятность тогда была, и мы это все рассмотрим, мы не смогли сделать и осенью 1991 года. И как я сказал, Осетия, провозгласив свою декларацию о суверенитете и распространив ее на территорию пригорода района, осенью 1991 года уже принимает законы по национальной гвардии и ополчении и создает ОМОН, то есть милитаризуется, как сказала бы Хава Хазбиева. Ну и, конечно же, это осень 92 года. Осень 92 года Ингушетия должна была подойти уже со своими состоявшимися органами власти. То есть республика должна была, по сути, состояться. Как об этом говорится в том обращении Народного совета Ингушетии к народу Ингушетии, которое я зачитал практически в самом начале. Давайте я еще раз продублирую, повторю, чтобы мы понимали, насколько это важный момент и насколько серьезное внимание уделяется и в этой статье этому. Хотя эта мысль не раскрывается, но делается акцент, что ингушский народ не должен забывать об этом. То есть, будучи твердо уверенным в том, что Хасбулатов, Абдуллатипов, Галазов и Хитагуров постараются взять реванш за поражение, которое они потерпели в властных структурах России, стараясь не допустить принятия закона о реабилитации репрессивных народов и образования Республики Ингушетия в составе Российской Федерации, отдельными членами Народного совета Ингушетии предложили своим товарищам срочно возобновить прерванную работу Третьего съезда ингушского народа, избрать временного администратора и также временно возложить функцию парламента на Народный совет Ингушетии. Тогда мы имели бы реальную возможность предотвратить события октября-ноября 1992 года. Однако, то, что последовало за этим, останется позорной страницей истории ингушского национального движения. И мы не имеем права об этом забывать или преподносить ингушскому народу в искаженном виде. Но об этом отдельная тема разговора. Ну а мы продолжим в следующей части. Я постараюсь следом ее уже записать, чтобы не было слишком длинно. Я завершу вот это неудобные факты для ингушей. Вот это есть самый неудобный факт для ингушей. И следом, практически можно сказать завтра, я выложу уже цикл передач, где мы вначале разберем 1989 год по 1991 год, по сути, до Третьего съезда ингушского народа, скажем так. А потом уже в следующей части я постараюсь уложиться именно с Третьего съезда ингушского народа по событиям 92 года. Именно рассмотрим те события, которые, говорится, позорные в национальном движении ингушей. На этом я завершаю. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.